традиционный вечерний брифинг по оценке санитарно-эпидемиологической ситуации в Республике Саха-Якутия, исходя из 14 мая 2020 года. Уважаемые коллеги, у нас официально зарегистрированных и подтвержденных случаев коронавирусной инфекции на территории республики на настоящий момент составляет 687 подтвержденных случаев. Необходимо обратить внимание на то, что за сутки выявлено 35 новых случаев. При этом, большинство случаев оно выявлено в городе Якутске и составляет 33 случая. Я хочу обратить внимание на то, что случаи, выявленные в Якутске, являются в основном случаями контактными, которые пришли либо с домашних семейных очагов, либо же непосредственно являются корпоративными очагами. Еще раз обращу ваше внимание на тот момент, который связан с тем, что вирус выходит прежде всего в те места, где есть скопление людей. И, соответственно, при том, если какая-либо из организаций, кто бы это ни был из организаций, в обязательном порядке должны соблюдаться санитарные нормы для того, чтобы не дать и локализовать распространение вируса в дальнейшем. На настоящий момент у нас из тех, кто находился в тяжелом положении, в состоянии с тяжелых больных, у нас трое по состоянию, их состояние улучшилось. Мы сегодня исходим из того, что у нас 7 человек находятся в тяжелом состоянии без аппарата ИВЛ. Наши врачи работают над тем, чтобы непосредственно улучшить их состояние здоровья и, соответственно, выписать их уже как здоровых. Но необходимо обратить внимание на то, что сегодня у нас осуществлены выплаты, и наши медицинские работники, все, кто работает с ковидом, получили как президентские выплаты, так и правительственные выплаты, так и региональные выплаты. На 14 мая у нас выписка 28 человек, соответственно, из них 22 в городе Якутске и 5 человек в городе Нерюнгри. Это уже мы начинаем выписывать тех, кто явился непосредственно причиной от остальных зараженных, находящихся в контакте с этими людьми. Ну и одного человека мы уже благодарим дамских врачей за то, что он выходит с выздоровлением. Но необходимо обратить внимание, что на сегодня мы непосредственно вышли на, опять же, тесты, порядка 3000 тестов за сутки. Это 2778 проведено тестов на коронавирус. У нас уже активно начинают вовлекаться и районы в, соответственно, проведение тестов. И на настоящий момент, в общем-то, мы как и стоим в ситуации по наращиванию тестирования, мы не так и находимся. Вы знаете, что в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора Российской Федерации, соответственно, введены возможности по 3 режимам, которые могут быть в субъектах Российской Федерации, и оцениваются 3 позиции. Вот из всех 3 позиций, которые оцениваются, это количество коек, это тестирование и сам по себе уровень заболеваемости. На настоящий момент мы находимся на первом этапе, и, соответственно, если, в общем-то, уровень заболеваемости у нас будет уменьшаться, то, возможно, появится определенное послабление и возможность изменения указа на переход во 2-й этап, тогда, когда мы сможем в ряде городов, особенно там, где у нас повышенная готовность введена и где есть базовые самоограничения, все-таки еще пойти на смягчение. Но это смягчение возможно лишь только в том случае, если мы с вами все-таки будем выполнять базовые требования, которые связаны и с самоизолированием, и с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм как таковых. Я хочу обратить внимание на следующий момент. Вы знаете, что сегодня уже объявлена позиция Минпросвещения России о том, каким образом будет у нас осуществляться и следующий учебный год. И сегодня у нас перед системой образования глава республики, исполняющий обязанности зампреда правительства Сергей Васильевич Местников, характеризуя ситуацию, которая у нас будет непосредственно с 1 сентября, обратили внимание всех, и я еще раз хочу сделать на этом акцент. Да, возможно, мы начнем с 1 сентября новый учебный год. Но это будет новый учебный год в новых условиях, которые сегодня уже диктуют правила Роспотребнадзор, связанные как с меньшими группами для обучения детей, так и с разностью потоков, разным временем прихода детей в школу, отсутствием общих перемен.
То есть в любом случае будет делаться все для того, чтобы санитарно-эпидемиологическая ситуация ни в коем случае не вовлекла в круг заражения детей прежде всего. Кроме того, хочу обратить внимание на то, что сегодня в целом на территории республики отмечается, конечно же, такая определенного рода, в моем понимании, какое-то такое, как будто облегчение от того, что какие-то меры все-таки послабления появились. Но сейчас, если даже эти меры появились, нужно понимать, что санитарно-эпидемиологический режим ужесточается. Масочно-перчаточный режим соблюдения, соответственно, всеми учреждениями, работающими непосредственно в контакте с людьми. Санитарно-эпидемиологический режим всех учреждений, которые работают, социальной дистанции. Только все это даст нам возможность в последующем начинать привыкать к новым условиям жизни, который не будет создавать условия для распространения вируса как такового. 10 шагов по профилактике коронавирусной инфекции. Первый шаг. В период нарастания респираторных инфекций постарайтесь воздержаться от посещения общественных мест, торговых центров, праздников, мероприятий с большим скоплением людей, а также фудкортов и открытых прилавков с пищей. Второй шаг. Регулярно мойте руки с мылом, обрабатывайте их спиртосодержащим средством. Третий шаг. Не трогайте руками глаза, нос и рот. На руках может быть вирус, который вы перенесете с кожи рук в организм. Четвертый шаг. Дезинфицируйте гаджеты, которые вы носите с собой и которыми могут воспользоваться дети. Пятый шаг. Всегда имейте при себе салфетки, чтобы открыть в общественном месте дверь туалета или ручку крана с водой, на котором может быть вирус. Шестой шаг. Соблюдайте дистанцию. При приветствии воздержитесь от рукопожатий, объятий и поцелуев. Если не удается избежать посещения общественных мест, держитесь не менее чем на расстоянии метра от других людей. Седьмой шаг. После возвращения с улицы и контакта с посторонними людьми всегда тщательно мойте свои руки и руки ребенка. Восьмой шаг. При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя. Сразу выкидывайте использованную салфетку и тщательно вымойте руки. Девятый шаг. Каждый член семьи должен пользоваться только индивидуальными предметами личной гигиены, своим полотенцем, своей зубной щеткой. Десятый шаг. Регулярно проветривайте помещение, в котором находитесь. Будьте здоровы!